Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. С сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии. Визовый режим, введенный Россией в декабре 2000 года, отменил президент России Владимир Путин. Указ был подписан 10 мая. В нем указано, что с 15 мая граждане Грузии осуществляют въезд в Россию и выезд из России без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность. Как сообщалось ранее, между Россией и Грузией в ближайшие дни может возобновиться и прямое авиасообщение. Также МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Возобновление прямого авиасообщения России с Грузией не испортит курортный сезон в Абхазии, считает первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественником Константин Затулин. По мнению парламентария, для более устойчивой конкуренции в сфере туризма власти Абхазии начнут работать над улучшением сервиса. В Абхазии ожидают небывалый курортный сезон, и, конечно, вряд ли ему сильно повредит открытие воздушного сообщения с Грузией. Мне кажется, что некие отдаленные последствия это должно иметь, в том числе и в позитивном плане, потому что в Абхазии должны быстрее двигаться по пути экономического возрождения, принимать нужные решения, задумываться о качестве туристических услуг и прочих, сказал Затулин. Парламентарий не исключил, что в Абхазии могут усмотреть в шагах России по сближению с Грузией угрозу для своего политического статуса, однако опасаться нечего. Я думаю, в Абхазии могут быть спокойны, потому что гарантией является официальное признание Абхазии, как и Южной Осетии, со стороны России. И никакое сближение, открытие воздушного пространства и подобные вещи не могут повлиять на это прежде принятое решение, подчеркнул он. Как сообщил Минтранс России, с 15 мая российские авиакомпании еженедельно будут выполнять 7 прямых рейсов на отечественных самолетах из Москвы в Тбилиси и обратно. К другим новостям. Турцию ждет второй тур президентских выборов. Большинство голосов избирателей на тех, что прошли вчера, набрал действующий глава страны Таип Реджеп Эрдоган. Государственный турецкий телеканал ТРТ, ссылаясь на результаты подсчета 100% бюллетеней, показывает, что у нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана более 49% голосов. У его основного соперника, кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемала Кылычдароглу, 45%. Таким образом, победитель определится во втором туре, который пройдет 28 мая. Такое развитие событий прогнозировалось перед выборами. Оба кандидата уже прокомментировали предварительные результаты. Выступая на митинге своих сторонников возле Центрального офиса правящей партии «Справедливости и развития» в Анкаре, Эрдоган заявил, что все еще верит в возможность победы в первом туре, но если волей народа будет суждено провести второй тур, он не будет возражать. Его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, сказал, что уверен в победе во втором туре. Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем, отметил он. Воля к переменам в обществе выше 50%, сказал политик. Можно без преувеличения отметить, что выборы в Турции привлекают сейчас к себе внимание всего мира. От того, как изменится или не изменится политика этого государства, во многом зависит не только политика в регионе, но в гораздо более широком геополитическом понимании. Турция – это осевое государство, которое обладает политическими, экономическими, военными и другими активами, нужными всему миру, считает турецкий политолог Седат Лачер. Политолог отмечает, что Турция была важным членом Западного альянса со времен Второй мировой войны, но в последнее время Анкара дистанцируется от Запада, сближаясь с Россией. По словам Лачера, дипломатические связи и общая риторика отношений между Турцией и Россией вызывают обеспокоенность в Европе. В то же самое время известный другой турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил, что не стоит сильно преувеличивать роль Турции. Это не глобальная держава, а региональная. Однако признал, Турция пусть и не может создать свою игру, но однозначно способна испортить чужую у себя в регионе. В качестве примера Дюрре привел сильное турецкое влияние в Сирии. Цитата: «Многое внутри НАТО зависит от политики Анкары, которая придерживается более сбалансированной модели поведения, не делая резкого крена в сторону Запада. Турецкий фактор очень важен в вопросах логистики и транспортировки нефти и газа, ведь Турция – логистический и газовый хаб. Кроме того, она играет важную роль в регулировании миграционных потоков», подчеркнул Дюрре.
Продолжаем передачу. Одной из важных составляющих экономического развития являются контакты бизнес-сообществ и предпринимателей. В этой связи важно и эффективно иметь доступ к различным предпринимательским и экономическим форумам и площадкам. Среди тех, кто постоянно составляет повестку в этом смысле, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», которая является площадкой для эффективного профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти. Организация объединяет более 400 предпринимателей, периодически проводит важные форумы, к которым также возможен доступ абхазских предпринимателей и бизнесменов. Сегодня мы хотим побеседовать с руководителем проектного офиса этой организации, выпускником отделения международных отношений Абхазского государственного университета Эмилем Адлибом. Здравствуйте, Эмиль. Рад вас приветствовать. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем занимается организация, какие ваши основные цели и функции? «Опора России» — это общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Мы — это некая площадка, медиатор между правительством, между ветвями власти и предпринимательским сообществом. Помогаем реализовать и развивать малое и среднее предпринимательство в регионах, реализовывать свой потенциал, а также оказывать экспертную, юридическую поддержку предпринимателям. Основная задача, в том числе и моя, это развитие бизнес-сообщества в России, в регионах России. Я курирую один из аспектов, это молодежное предпринимательство. И здесь тоже такая интересная работа. Она интересна тем, что, несмотря на то, что мы работаем с молодежью, вот что такое молодежь для предпринимательства? Согласно закону, это люди от 14 до 35 лет, но мы всегда задаемся вопросом, а молодой предприниматель – это кто? Потому что есть ребята, которым по 30 лет, но они уже лет 10 в бизнесе, а есть человек, который в 40 лет только-только начал заниматься предпринимательством. И тут он тоже является молодым предпринимателем. И здесь как бы достаточно размытые границы. И вот основная задача – это развитие бизнес-сообщества. Расскажите, пожалуйста, я вот слышала и имею какую-то информацию о том, что вы также проводите некоторые форумы, некоторые встречи на каких-то и организовываете, скажем так, площадки, на что они рассчитаны, и есть ли к ним доступ, может ли быть к ним доступ у абхазских, допустим, предпринимателей? Сразу же отвечу на последний вопрос. Да, у нас в этом плане абсолютно никаких ограничений нет, несмотря на то, что организация общероссийская, но здесь никаких ограничений нет. Мы проводим ряд крупных таких международных форумов, их два, в начале года и в конце года. Первый – это слет молодых предпринимателей, вот он прошел в Сочи в марте, там собралось около 300 человек со всей России и из ближнего и дальнего зарубежья предпринимателей. И в Тюмени у нас пройдет с 11 по 30 августа, это ШУП, так называемый слет успешных предпринимателей, это самое большое событие для российского бизнеса, там собирается каждый год около 2000 предпринимателей со всей страны. В прошлом году приехали люди с 20 стран, в этом году мы тоже ожидаем не менее 15, в том числе и абхазских предпринимателей, представителей абхазского бизнеса, и не только, но и также представители государственных структур, государственных институтов. Это такая некая площадка, где собираются предприниматели качать свои навыки. Во-вторых, для того, чтобы найти точки для развития своего бизнеса, потому что вот представьте 2000 предпринимателей, самые разные сферы. Естественно, они там собираются, общаются. Наша задача – создать условия, площадку, где они смогут реализовать свой потенциал. Плюс, конечно, это некая развлекательная программа, потому что там многие приезжают в Тюмень там, в первый раз. Этот регион является одним из самых развитых и инвестиционно привлекательных в России. И тут мы каждый год, естественно, также приглашаем и наше абхазское предпринимательство
Поэтому ждем их и в этом году также. А как вам кажется, что бы это им давало? Вот вы понимаю, что вы описали какие-то цели Мгм. этих площадок и форумов, но Да. более конкретно, почему эти форумы могут быть для них интересными и привлекательными, почему в них нужно бы участвовать? Мгм. Ну, во-первых, то, чему я научился у своих здесь старших коллег, вот, у руководителей, малое и среднее предпринимательство вообще в мире, не только в России, не только в Абхазии, это, конечно, бездонный потенциал, потому что экономика любого государства, она держится именно на на малых и средних предприятиях. Это огромная возможность, в том числе и для абхазских бизнесменов, реализовать свой бизнес, свои идеи совместно с предпринимателями из российских регионов и не только российских регионов. Это у нас, вот смотрите, у нас в организации огромное количество комитетов по строительству, по туризму, по сельскому хозяйству, по маркетингу, самые-самые разные сферы. И это огромная возможность, во-первых, рассказать о себе, и о себе не просто о том, откуда ты приехал, а о том, что конкретно ты представляешь, какой сектор бизнеса, в чем ты заинтересован, что тебе не хватает, и кто бы смог тебе в этом помочь. Поэтому это огромная возможность, тем более для нашей республики, потому что мы все знаем, потенциал большой, возможности широкие, особенно сейчас, когда Абхазия больше открыта и больше имеет возможности рассказать о себе, и в особенности для предпринимательского сообщества. Потому что я к чему пришел? К тому, что чем сильнее бизнес-сообщество в том или ином регионе, либо в государстве, тем сильнее и сам регион. Потому что предприниматели, им не нужно ждать от государства какую-то поддержку. Они могут сами создать свой ресурс и сами реализовать его. Да, очень интересно. А скажите, в этом смысле были ли у вас какие-то попытки наладить контакты, например, с торгово-промышленной палатой Абхазии, которая тоже занимается очень часто такими вещами, ездит на выставки, представляет там Абхазию? Мне кажется, что это как раз прямой выход на предпринимателей тут. Конечно, торгово-промышленная палата Абхазии она является таким тесным партнером, и вот в республике нашей мы взаимодействуем через них в первую очередь, поэтому здесь абсолютно не ново. Вот мы можем спросить у коллег из торгово-промышленной палаты про опору, они, конечно, это знают. Мы часто соприкасаемся, пересекаемся на общих мероприятиях. Вот недавно была Кавказская инвестиционная выставка, первое. И я там встретил свою вот бывшую одногруппницу, с кем мы вместе учились в Абхазском госуниверситете. Это была приятная встреча. И поэтому она, когда еще год назад узнала, что я устроился в опору, она также обрадовалась, и она, естественно, знала про эту организацию. Поэтому здесь у нас уже есть определенный фундамент, его нужно реализовывать и развивать, и как можно чаще пересекаться на общих мероприятиях и вместе видеться. То есть, когда два бизнес-сообщества здесь встретятся, абхазское и российское, естественно, когда есть взаимный интерес, то там рождается очень много классных вещей. Эмиль, спасибо вам огромное, что вы нашли время ответить на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.